Дорогие друзья, это программа «Подворье», и мы находимся в замечательной деревне в Кангаладском районе Вулахан-Ани. И сегодня мы в гостях будем у одного замечательного фермера, который занимается разведением кроликов и перепелок. Дорогие друзья, наверняка многие, хотя бы раз в своей жизни задумывались, а не завести ли какую-либо живность. Так вот, легко ли заводить вот таких вот животных? Как их выращивать, как их кормить, насколько это рентабельно вообще заниматься этим делом? Мы сегодня поговорим с Алексеем Алексеевичем Слепцовым. И вот как раз мы пришли к его двору, и сейчас попадем к кроликам. Алексей Алексеевич, можно? А, можно. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какое у вас хозяйство. Да, это кролики. Есть. Ой, они такие милые. Столько их много. Просто они, это самое, испугались вас, да? Да, они все разбежались. Они вот попрятались. Иди сюда. Сюда иди. Вот они сидят. Вот сидят. Все попрятались. Испугались. Тут у меня это самое. Есть летние рождения, так, июльские. Да, они, это как бы скороспелка, да? Кролик обычно где-то в 9 год, они уже 9 месяцев где-то уже взрослый это наступает. И вот они сидят. Да, сидят. Но они совсем так боятся. Скажите, а вы их продаете, вы да. Что с ними делаете? Очень забьем вместе, это где-то. Да, у нас же семья-то большая. Оставим там 25 маток, оставляю каждый год на этот. Ну, у меня там теплые эти есть. Там оставляю, они с марта начинаются нестись. Это, например, как калифорнийская, да? Вот черные ушки и черный нос. Бывают такие ножки тоже черными. Это Калифорния. Кормлю в основном сенами. И вот бункер засыпаешь мешок этого комбикорма. Она, когда съедает, она добавляется там. Ну, один мешок где-то дня 4-5 идет. А поете чем? Поем водой. Вода должна быть какая? Теплая? Нет, обычно. А тут ничего подогревать, ничего не надо. Зимой они снег, там лед вместо воды, а летом вот основная там сено и комбикорм. Ну, за лето они вырастают. Потом на зиму, я говорил, там покажу позже, оставляю там матки там. И все. А где вы сбываете вот эту продукцию? Ну вот мясо, да? Продукцию, мясо в основном употребляем сами, потому что у нас семья большая. Так что в основном покупают у кого диабет или что там, диетическое мясо же надо. Заказывают вам, да? Не заказ, а постоянные клиенты. Я же уже 5-й год развожу их. И эти постоянным клиентам я им уже как осень они заказывают. Или даже летом заказывают, иногда круглый год. Когда заказ забиваю, я отвезу на адресат. Вообще завести этих кроликов. Вот как вам пришла эта идея в голову? Идея была сына, да, это хозяйство сына, он крестьянское хозяйство сына. И в 2016-м он выиграл грант, да, республиканское, это сельское хозяйство. Спасибо им большое. И с этого мы начали, с 2016 года. Сколько вы кроликов приобрели? Да. Где вы их приобрели? Начали с 6 кроликов, да?
из 6 маток, то есть. А потом она же, я же не держу ее круглый год, да? В основном оставляю маток 20-25 на зиму. А потом она может каждый месяц родить, да? Кричать, да? А мне этого не надо. Просто под весну, да, где-то потеплее, где-то в марте, да? Март уже начинается там. Март, апрель, май, да? Июль. То есть приплод. Приплод, да, июнь. То есть июльские уже слишком маленькие. Вон они, июльские маленькие. Мгм. Так, вот весной они, очень многие дачники, в основном дачники, да, это не на зиму, а на лето покупают. Кроликов держат, то есть. То есть вы уже продаете кроликов прям Да, живых, кроликов да? продаю, Для крольчат разведения. Крольчат продаю, да, уже готовые матки. Как там? Уже заряженные, Мгм. да, заряженных крольчих продаю, потому что они покупают где-то в основном в мае, да, ну, у кого есть где держать на даче, покупают, потом она уже этих крольчих покупает и всю лето держит этих крольчат, и под осенью у нее уже тоже что-то есть. То есть люди берут в основном для мяса, да? Да, для мяса и для... Летом же в основном выезжают внуки, внучки приезжают, каникулы, да? И детей приобщают этому. Как вам? К занятиям. Да, занятиям этим. И они ухаживают за Да, этими они кроликами. очень хорошо ухаживают за животными. И Где вы берете сено? Где вы покупаете комбикорм? Дорого ли это? комбикорм покупаю в городе. Комбикорм перевезной, поэтому все равно все дорогие. Кроликам я еще даю овес, да, в основном. А вот под осенью, вот, недели 3-4 перед забоем даю эти, свиной Комбикорм. комбикорм, да. А в основном у них еда сено здесь кашу заготавливаем, да. Но сено должно быть самого хорошего качества, потому что они сено кушают-то по одной штуке, да, вытаскивают сено. Поэтому самое лучшее только кушает, плохое никогда не кушает. Кролик. Можно проверять Да, качество сена с помощью кроликов. да, можно даже проверять, потому что они самые качественные кушают. Можно тальник, только чем толще тальник, да, тем лучше. А если толстые, они уже толстые пальцы, они уже грызут только снаружи это, кору. Мгм. А если тонкая, да, они все съедают. Вот так. Какими витаминами вы их подкармливаете? Витамины в основном дает, у меня жена сейчас на пенсии, она всю жизнь ветеринаром работала, да. И вот она добавляет там рыбий жир, то еще дает. А так я в основном... И как вы судите вот по, ну как вот здоровенький кролик, он такой энергичный, шкурка, видимо, хорошая, да? Ну, если он здоровый, ну как вот можно отличить хорошего кролика от, ну, Нет. не очень здорового, скажем? Сейчас где-то через пару недель они уже упитанные будут. Мгм. А чтобы круглый год, чтобы она упитанная была, там очень много затрат идет. Мгм. Она же что делает? С утра до вечера кушает. Это основное ее занятие. И всё. Ну да. Да. То есть получается, они у вас все лето практически с весны сидят на диете, и Да. ближе где-то в августе вы начинаете их усиленно Да, в подкармливать. конце августа уже начинаю усиленно кормить их. То есть вы все лето кормите их сеном, тальником, да? Да. А осенью, как я поняла, вы подкармливаете уже комбикормом, Да. чтобы они нагуляли жирок. Да. Мясо не жирное? Не сильно жирная. Она вкусная, если кто как готовит, да? А к вам обращались какие-то, например, рестораны или кто-то там, Не, кто до ресторанов занимается недалеко. кухней, общественным питанием? Да, это слишком много, это как его, время, затрат То есть времени. у вас да, должно да. быть поголовье очень Да, большое. а так у меня, он позвонил, да, Алексей, здравствуй, что там есть у тебя кролик, да. Я для них держу отдельно чуть-чуть, десяток штук, да, или 20 штук.
чтобы готовые были. Ну, это по индивидуальным заказам. Да, по индивидуальным. Кто закажет, тому и... Так. Ну, то есть вот кролики, они вам помогают в вашем семейном бюджете, то есть экономить на мясе, да, получается? Или Да, в основном так, потому что у нас семья большая, а кролики скороспелые же, она быстро растет. Вот. это очень хорошее подспорье. Надо трудолюбие, чтобы за всем ухаживать, за всем присматривать. Все. Очень хорошо приучить детей к этому. В общем, чтобы они помогали по хозяйству. Да, они очень помогают. В каникулы приезжают, они отсюда не уходят. Ваши внуки, да? Да. То есть вы по своим внукам судите? Да, кормят их, поят их. Мгм. А они вот так не забиваются. Вот вас вы зашли, они боятся, вот они все забились там. Так, а когда ребятишки бывают? А они не боятся уже. Первый день, а потом уже они привыкают, что ли. Да, но если мы останемся здесь Да, на недельку, да, то мы будете кормить, сдружимся. тогда уже друзьями станете. Конечно. Да. Ваша супруга, вы сказали, она ветеринар. Она Да. ставит какие-то прививки дополнительно? Не, прививки ставят эти ветеринары. А она просто, если что увидит, консультацию дает, консультирует туда-сюда. Просто присматривает, работает за ними, ухаживает за ними, то есть. Когда вы заводите кроликов, о чем должны озаботиться? В основном, чтобы она не убежали, где? Мгм. Но они так прыгают. Да, они прыгают. Но в основном надо и летом надо хоть так что-то построить такое, чтобы просторное было. Да, чтобы они куда-то немножко Да, двигались. бегали. Они играют друг играют, с дружкой, конечно, да? бегают. М. Главное, чтобы всегда была еда. Они же всегда ходят. Вот пришел, покушал, ушел. Вот опять подойдет, покушал, выпил, ушел. Хорошо, скажите, вот у вас здесь довольно-таки чистенько, да? А вот этот помет, куда вы его, и его же много тоже? Да, Это проблема или... конечно, Или проблема. вы Надо ее используете сразу его- завести туда, на свалку. То есть вы на свалку его увозите? Да, А его можно использовать для огорода? для огорода можно использовать, но если тоже трудолюбие надо, чтобы этот очистить от сена. Она же вместе с сеной же. С сеном, да? Да. Отдельно вот такие можно собрать на огород. Сам Вот он пьет. Да. Вот пьет. А вы как-то их называете? Вот. Не, слишком их много. Понятно. Это, Сейчас у вас сколько вот поголовья? ну тут мало, тут 60 где-то, Ого. 50 с чем-то, с копейками. То есть вы начинали, напомним, с 6 кроликов. А, не, за 5 лет их много было. Несколько, даже тысяч, наверное, есть. Просто я же вам говорю. Ну, то есть, если, допустим, вот вы 6 кроликов взяли в начале лета, и в конце вот осени у вас сколько их было? Даже не помню. Где-то матки 15, что ли, оставили первый год. Остальное тоже так. И каждый год так. Маток 20-25 оставляешь, а за лето уже, за год уже продаешь, не знаю, где-то сотни будет, наверное. Мгм. А потом еще себе осенью вот так где-то оставишь, штук 50, 60. Ну вот на ваше поголовье Это на 60, сотни килограмм мяса. здорово. А. А вот на 60 кроликов сколько вы используете комбикорма? Сколько нужно купить? А, На 60 если на кроликов. 60, да? На 60 как? На 60 можно в месяц где-то мешка 4 этого, как бы, овса, да, овес, и подавать, да? Я же говорю, я полную перед этим только, перед забоем где-то неделю, 2 недели, 3 недели. Мгм. Вдоволь даю. Мгм. А так мешка 4 хватит. А не одни же, сено, тайник летом. Понятно. Да. А вы еще даете им, допустим, со стола, вот некоторые говорят, вот Да, хлебушек, они там, кушают всё. остатки. Остатки хлеба, остатки вот капусты, моркови, эти, Яблоки. ботву с огорода, эти кожуру, картошки. Яблочную. Да, все, они все едят. А Просто надо им давать это как ее. Вот салаты делаешь, да? Остаток можно без этого.
без перца, без соли, без этих. Без специй. Без специй. Мол, они все кушают. Мгм. Остаток не бывает там. Хлебушка, там, корушку, все даешь. Здорово. Так, а если вдруг вот в помете кто-то заболел, вот вы его как, быстренько, ну, куда вы его деваете? Не, если рано или что не бывает, конечно, они животные рано обрабатывается, а если что-то заподозрил, да, сразу забиваю. Все. Понятно, Да. то есть... А вот, да, насчет вот комбикорма, да, у них комбикорм бывают эти, как его, гранулированные тоже такие для крольчат, да. В основном надо давать гранулированные, потому что есть же вот говяжье или там такое, как мука, да, Мгм. ее нельзя давать, потому что она через трахею идет у них, у кроликов, да, и они задыхаются. Поэтому только надо гранулированный. Только Да, гранулированный. или же там ячмень, или же там То есть он такой овес. должен мелкий быть, ну, Да. помельче. помельче. Мгм. Скажите, пожалуйста, а вот сено, можете вот сказать, вот, допустим, сено, вы говорите, хорошего качества. Да. Вот они съедают что? Вот эти вот тонкие, да, или как? Особый сорт травы они едят, или что они Не. любят? Не знаю, у них что вкуснее, да? Вы не пробовали? Да, не пробовал. Просто они оставляют, пожелтевшие эти. Ну, уже подвядшие, да, какие-то такие они увядшие? все равно оставляют. Мгм. Ты им хоть как отдай, да? Дай. Хоть с чем перемешку дай, все равно они по одной штуке кушают, и поэтому оставляют. Алексей Алексеевич, ну вот что вы можете сказать нашим зрителям нашей программы «Подворье»? Выгодно заниматься вот, разведением кроликов или это все-таки нужно, в общем-то, иметь в виду, что есть какие-то затраты такие Да. значительные? Затраты есть везде. И кролики тоже не это самое. У них тоже очень затратные. Это просто время надо, и за ними присматривать надо. Они скороспелые, это хорошо. Если много надо, да, тогда надо большое хозяйство иметь. Тогда с много можно взять еще больше. Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста. Алексей Алексеевич, огромное вам спасибо от спасибо. лица наших телезрителей, А, что вы вот приняли нас, рассказали о своем, ну пусть небольшом, но Мгм. мне кажется, что это значительное такое хозяйство. а, И это действительно большая прибавка к семейному бюджету. То есть на мясе можно значительно экономить. да, И можно. мясо очень диетическое. Да, диетическое мясо. Ну, спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Подворье». И мы были в гостях у Алексея Алексеевича Слепцова, фермера, который занимается разведением кроликов. Bum, 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 bum.